Слово предоставляется ветерану национального движения крымских татар Эльдару Агашабанову. Подготовить Хасану Куршитову. Selam aleyküm. Saygılar arkadaşlar. Я тоже вернусь, наверное, немного в прошлое. Но не до такой степени, как Лептун Романович. Я прочитаю лишь один документ 1997 года. Я уверен в том, что и здесь, вот сидящих, если 1-2 человека знают об этом, то это хорошо. Но не сомневаюсь в том, что те, которые сидят в президиуме, они просто по занимаемым должностям обязаны были знать, если и их не ограничили в этом документе. Я думаю, что этот документ, он служебного положения. В марте 1997 года Украинский центр исследований международной безопасности, сделал такие выводы. И в том же 1997 году, в сентябре, Вестник Украинского центра исследований международной безопасности опубликовал материалы этого исследования. В разделе «Возможные пути сохранения стабильности в Крыму» с учетом крымско-татарского фактора авторы рекомендуют. Я очень прошу внимательно прослушайте это. Учитывая высокую степень доверия крымско-татарского населения к своим, пусть официально и непризнанным Киевом, имеется в виду Меджлис, Хурултай, местные меджлисы, можно было бы переложить на их плечи проблему удержания крымских татар от акций, способных взорвать стабильность Крыма изнутри. Для этого влиятельным политикам и предпринимателям из числа крымских татар следует интегрировать деятельность общегосударственных политических и экономических институтов, а также вовлекать их в реализацию крупных общенациональных экономических проектов. Конечно, говорится в рекомендации, для этого украинским бонзам от политики и экономики придется немного потесниться. Пожертвовав незначительной частью личной прибыли, но в долгосрочной перспективе, учитывая потенциальные возможности Крыма, эффект отдачи значительно превзойдет их незначительные и кратковременные потери. И именно, еще раз обращаю внимание ваше, именно личный экономический интерес заставит, имеется в виду, все, кто получит подачки, заставит крымских татар отказаться от поспешных попыток добиваться государственности любой ценой. А под влиянием экономических интересов начнет эволюционироваться и сама идея крымско-татарской государственности. Я для чего прочитал это? Будущий организатором, можно сказать, тоже Хурултая, будущий на первых 2 Хурултаях участником
Я не слышал на Курултае, что вопрос поднимался о государственности. Они даже захоронили на второй день ту декларацию, которая была принята в 1991 году. Больше об этом никто не вспоминал. Я неоднократно только старался, чтобы ввести в повестку дня декларацию о национальном суверенитете. Однако это сделано не было. Я хочу сказать, что национал-предатели, их иначе никак нельзя назвать, они для того, чтобы удержаться на своих креслах, чтобы взять побольше этих подачек, в том числе и доллары, о которых здесь уже говорилось, они захоронили идеи национального движения и целого народа. За счет, вот кто-то здесь выкрикнул в отношении орденов. Для того, чтобы, понимаете, получить все ордена, которые существуют на Украине, лишь бы, значит, не ставить вопрос государственности, только государственности. Все остальное отошло. И то, что здесь говорилось, это явные подачки, иначе их никак нельзя назвать. Это сегодня дадут, завтра отберут. И я не знаю, смогу ли я лучше сказать, наверное, нет, чем сказал здесь Гамербаев. Очень доступным языком, именно крымско-татарским языком. Поэтому мой совет, совету представителей, и вот Энгер здесь говорил в отношении резолюции, чтобы ввести в эту резолюцию основные требования крымско-татарского народа, которые были заложены в национальном движении с первого дня. И нам, на каждого народа, да, и мы пока не вернем то, что у нас отобрали, а прежде всего у нас отобрали государственность, фундамент существования, фундамент нации. 22 года нас всяческими путями успокаивали, говорили и создавали всякие мифы. То сперва хотели, несколько лет говорили о статусе Меджлиса, потом о статусе крымско-татарского народа, потом о статусе коренного народа. 22 года прошло и ничего. А главное, то, что нам не нужно весь опять выдумывать. У нас было государство, мы реабилитированы. Украину нужно просто заставить ратифицировать все то, что было, понимаете, в 1989 году. И возвратить государственность. Тут вот, как Лимаров, по-моему, если я не ошибаюсь, выступал в отношении языка. И она же сама же сказала, что у нас 14 школ или 15 школ есть. В течение 15 лет, это 22 лет, мы достигли, но они не школы, их нельзя назвать школами. Поэтому, какой бы мы удар не делали на язык, никто из крымских татар не отказывается от своего языка, но продвинуть его вперед, сделать что-то не сможем без государственности. Поэтому я говорю, на первом месте должна стоять государственность. Как это преподносится? Конечно, преподносится это только требованием. И тот митинг, который у нас предстоит впереди, и еще один 18-го, которые были,
то вы всегда выступали государство с требованиями, мы разоблачали государство, но не восхваливали эту империю бывшую. По-моему, Украина по отношению к крымским татарам обошлась очень преступно. Я не побоюсь этого слова сказать. Потому что она, зная, кто такие крымские татары, в каком они положении, даже по прошлой истории, они создали государство унитарное. И вот здесь-то положили крест на наше будущее. Вот где они самое большое преступление совершили против нашего народа. Поэтому не знаю, хватит ли у представителей совещательного органа этого смелости повернуть тон не совещательный, а требовательный. Я, например, этого хотел. И еще одна просьба совету. Это действительно мало народу здесь. И где бы вы ни собирались, вы не сможете больше людей собрать. Поэтому для того, чтобы возродить то прошлое, ту идею, которая была вложена национальным движением в каждого крымского татарина, теперь нужно заново начинать. Для этого, прежде всего, нужно во всех газетах иметь колонку. Я думаю, это вы добьетесь. Во всех телевидениях, 2 телевидения, не знаю, как на АТР, это частное телевидение, там специальные дни для того, чтобы хотя бы выступали специалисты, участники национального движения, которых осталось, можно будет посчитать уже на пальцах. Вот такие у меня пожелания к совету. Спасибо за внимание.